Оннаттан улахан этерим толтоох көлбүкүтер мактал эке бикитер ну командалар мактында кумарым яка улахан мактал онна атан тулбун наваннык анавын атан эппин билген эмоция вата жана бу спейдернер. Большое спасибо, что пришли на этот наш просмотр. Мы очень признательны. Как вы видите, вот команда у нас очень молодая. Новые лица в нашем якутском кино. Вот я сейчас смотрю на них и вот вижу, что будущее якутского кино вот стоят в надежных руках. И, дорогие журналисты, вот у нас сейчас вот встреча. Если какие-то есть вопросы, режиссеры, сценаристы, операторы, члены съемочной группы, исполнителям главных ролей, композиторов, пожалуйста, ждем, какие нет вопросы. Да, микрофон там в зале должен быть. Или нет там микрофона? Так, может тогда бегать? Пока вопросы созревают, немножко рассказать. Ну, кто читал большое интервью с Никандром, да, с режиссером нашим, на ЕГТРУ, те, наверное, в курсе, как все это происходило. Вот я тоже тут немножко, если кто-то не читал, я могу рассказать сейчас. Расскажу, да, как было все. Да, у нас вот, давайте поприветствуем нашего композитора и звукорежиссера Сергея Ярмова. Вот, между прочим, этот товарищ очень много сделал для якутского кино. И многие этого не знают. Давайте попробуем. Не надо ехать. Так, вот, ну, я, наверное, буду повторяться, но действительно вот Никандр, я с Никандром познакомился, когда вот в 2019 году был наподобие фестиваля якутских кинодеятелей, где вот продюсеры, режиссеры, сценаристы представляли свои проекты на 2020 год. И там вот как раз вот выступал Никандр. Мы там были со своим фильмом «Нет Бога, кроме меня» и с фильмом «Сейчас Сериях». Вот. И когда я сидел в зале, смотрел с интересом работу наших коллег, и обратил внимание как раз вот на набор, вот, рабочий трейлер был фильма. Мне очень понравились кадры, понравились прежде всего актеры, как играют главные, ну и все, кто на второстепенных ролях. Понравилось, что новые лица у нас и играют на очень хорошем уровне. Вот. И я вот действительно был уверен, что Никандр представляет какую-то вот команду, успешную команду наших киношников. И практически был уверен, что он член какой-то такой команды мощной. Вот. И вот чуть погодя, вот через несколько дней мне позвонил Георгий Николаев, менеджер кинотеатра «Лена». Вот. Он меня вот как раз вот спросил: вот, ты обратил внимание, там вот Никандр Федоров, вот он ищет продюсера, оказывается. Я думал, он говорил, может команда? Нет, он ищет продюсера, ему нужна поддержка, чтобы закончить фильм. Где-то половина фильма уже снята. Вот. Но чуть-чуть надо поддержать товарища. Вот. Я хорошо сказал, подумай обязательно. И тут же звонит мне Сардана Савина, с которой мы работали вот, по «Нет Бога, кроме меня». И она мне тоже самое практически слово в слово сказала, вот, что ей звонил Никандр Федоров, что ищет продюсера, нужна поддержка. И сразу же, буквально через несколько секунд, буквально звонит сам Никандр. Вот. Мы с ним договорились встретиться, посмотрел я материал, мне очень понравилось, познакомились я с их командой и решил, что вот наша кинокомпания будет поддерживать во всем. И итогом этого нашего плодотворного сотрудничества вот получилось так, что вот фильм уже вот на большом экране. Так, и я хотел бы еще вот сказать, что мне очень понравилось работать и с Никандром, и с Андреем, и со всеми ребятами. Вот. Надеюсь, я более чем уверен, что вот здесь у нас сидят наши друзья, кинодеятели, и я вот ребятам всегда говорю, что после этого премьеры нашего фильма у них будут предложения от других киностудий компаний. Так, ну вот так, может, вопросы? Здравствуйте. Так, Виктория Сергеева, Якутское информационное агентство. Первый вопрос вообще всей съемочной команде.
актеры, да, это новые лица. Очень понравилась их роль, не только главные роли, но и второстепенные роли. Вот. Может, кто-нибудь из ребят расскажет, каково было, вот именно ваш первый опыт, ну и так хорошо получилось, что вам помогло так хорошо себя показать. Ну и вот второй вопрос сразу задам, это, наверное, будет больше режиссеру. Если так посчитать и подумать, сколько всего денег было вложено на создание этого фильма? Спасибо. Aku lihat dengar. Itu pastan ya kan ada. Kata cakap. Pastan kalau betul kecil tu betul David Andas. Тут номер быт. Это не класс, то где мы уже это сандра. А то много. Еще идея. Nah, искер ракатар потом. Это меня блюдо, но еще это. Так. На второй вопрос о бюджете фильма, да? Лучше, наверное, я отвечу как продюсер. Ну, я могу сказать, что бюджет нашего фильма не больше бюджета знаменитого фильма Дмитрия Давыдова «Пугало». А вы, наверное, все знаете, какой бюджет у «Пугала»? 1,5 миллиона. Наш бюджет, я могу сказать, не больше этого бюджета. И, в принципе, я могу сказать, это ни для кого не секрет, что чтобы снять нормальное, хорошее кино на техническом таком уровне, и чтобы достойные гонорары все были, и чтобы труд всей команды достойно оплачивать, это минимальная сумма, как раз вот, я тут согласен с Давыдовым, как раз можно ложиться в 1,5 миллиона. Вот минимальная требуемая сумма как раз бюджета и хорошего нормального якутского кино это 1,5 миллиона. Это, конечно, мало, но что поделаешь, таковы реалии пока на данный момент. Спасибо. Еще? Здравствуйте, меня зовут Катерина Григорьева, я журналист КСХ. Я хочу поздравить всю группу, люди очень молодые. Ну, у меня два вопроса будет. Первый вопрос. Обычно такой продукт делают люди, которые, какая-то группа, да, вот. Ну, по вам видно, что вы объединены, да, были с самого начала. Вы, какая-то группа вы, либо вы студенты отделения одного, либо вы вместе в школе учились, либо, я не знаю. Хорошо. И второй вопрос у меня такой. Вообще, вот, все знают, наверное, да, я надеюсь, вы не будете обижаться, да, что один из главных минусов вообще нашего кино якутского – это отсутствие хорошего сценария. Вы согласитесь, да? Что у нас есть хорошие режиссеры, у нас самые лучшие операторы, у нас есть хорошие продюсеры. Но, как отмечают кинокритики, и на мой личный взгляд, да, наше кино страдает отсутствием хорошего, профессионального, литературного, вообще вот, как положено сценария, да. И мне просто, идея очень хорошая, артисты тоже хорошие, но вот мне просто интересно знать, откуда появилась такая задумка сценария и кто его писал. Это может быть как по желанию. Сейчас я быстренько отвечу насчет сценаристов, да. У нас действительно все, кто работает в кино, все знают, что у нас острая нехватка сценаристов. У нас много талантливых режиссеров, и продюсеров хватает, и композиторов, музыкантов, и актеров. А вот сценаристами это беда. Это все знают. У нас профессиональных сценаристов, кто имеет профильное образование, буквально раз-два и обшился. Надо работать, видимо, вот с такой категорией, потому что у нас пишущих людей-то очень много. Как называется это? Как питчинги же объявляются, в основном там рассматриваются идеи, да? Какая-то техническая разработка. А можно было бы объявить какой-то конкурс, не знаю, там, кастинг, не знаю, гранты для сценаристов. Потому что действительно профессионально одаренных людей у нас много. И материала тоже более чем достаточно. Как раз вот именно журналисты, писатели, они рядом ходят. У меня даже знакомые есть, многие они ко мне подходят, когда я начал заниматься кино, подходили и говорили, вот у меня есть такая идея. Я им в ответ: пиши сценарий. А как писать? Хотя бы посмотри на ютубе, в интернете все есть. И вот люди сами... Но этому тоже надо учиться и учить. Да, учиться надо. Да, привозить какие-то курсы, я не знаю, мастер-классы. Потому что это легко сказать, есть идеи, есть люди пишущие, да? Но у сценария есть свои законы. Да, согласен абсолютно. Поэтому если тут в зале есть у нас люди, которые стремятся в кино,
можно попробовать себя на поприще с именно сценаристом. Это очень востребовано. Хороший сценарий действительно очень трудно найти. С этим я абсолютно согласен. Это, я думаю, беда даже общемировая, даже Голливуд там любит повторяться последний год. Так, насчет сценария нашего фильма, это полностью авторство нашего режиссера Никандра. Сейчас он ответит на ваш вопрос. Jadi kalau orang baru diwujud, tahu kan, mana tu kita bawa dalam hasta. Min bulan ni wirapun bidirapun nakirin cuma ta wirapun bidara jamun busnari ori butum. Ada orang orang bicara tak kenal orang bicara hendak. Senari ori butum bahkan jenuh, bulan agak balance kita Allah perhen kerja tu kalau tu all toru zaman kuri butum pasti vistu ikitinca tos yang baru kamandawan alang kirim butum bo operator pun kita bikin bo terus tahu sebab saya ini bo terus kamandan berarti minggu kita terus baru kita bisa kayan bo Andre kita itu mohon kurs ini tergiri berarti nari kita aja kinas toka yang kita sama itu boleh Ondan kerja kita kan kini tu nak Kristen yang kerja terus kalau yang boleh buat, usaha yang incar juga. Untuk Oscar halau pun, jangan untuk Oscar kaman tu kemudian tu tahun jenati lebih kameranan, lebih telefonan dan stop bala, jangan tu orang Isper tu orang buat umai rumah tu terus stop kembali tu. Tahu ini mana orang sahaja menghanan dari negara tertentu negara ramai kalau kena hanan kina kiri pun bawa tu. Mana usul tangga Cina tu stop kembali tu. Mana bem dua beijing lah. Mana tahu ya tak bu ibadah tak kau tu dah ramai tu berpulacun. Masuk ke jalan ini, mana khayat tahu lener itu khayat tahu orang pun, mana orang turuga khayga khaciwat nado le, bayar khaciwat nan komu, itu dia nara ada baru pun, namulugar, hari dana mabini boleh kena, mana barang-barang mungkin khaci bidal, mana ibecika tu cek ya tanah hawa kolor nula nak andre ke jalan koros. Andre, macam kita bahasa kita kina ada lalu, mana Hasan ini bilen je, mana berbeda. Anton, ke dia, dah bahasa Asia asal beda. Anton Anjir, Anton Haina dia, Anton Perbilke dia, Anton Haskar dia. Kurang sejak baru bo mana kalian turut yang nawada menjina di sini takna. Bu kamandan mana orang yang nawada mata kulana juga isper kulana Allah terus kebayan motivasi lalu. Kinja tu kita takut anu kisah kini boleh bihi kulana kisah kini boleh takut jadi motivasi lalu. Anu kayan isper mana kasih garis kena mana kata kisah pada kamandan masih watang ke masih jangan kini misteri masih orang sekali dia lah. Nahasih kena tanya nahasih itu begin karena hatun nana kena jawab. Antam bulana kalau saya himpir baca tuh tanah khusus tuh lah ya, buat khusus nana bikin khusus gitu kan. August besihir tuh tegar tu kalau khusus, bicara lah, warna kata kena. Kini itu senari untuk barang
хортоско орбупус. Онна тогара улхан төсрөлөр төсрөлтө момент минастан бут. Ол момент хамы şey ханы ол иневер дилдерен яны оннан онтон буллагана туйдар күнү онтон буллагана жанык сайын бен биренин олду бу. Онтон буллагана бу Георгий Николаев Лена бу топ клубуда сара кийинлери улайжалар баран көтөрүн бар инвестор продюсер болуп кетиптир. Анолан уже бежоски ведет, давай ролик будем выходить в мором ведет, он его Семен Шишинович Петровна. Семену мақтанамын кене болғана кейі өйтіні оны просто профессионал. Бәрдің тұғын мұны кешетті толарар на жүйеті. Онна уже долгие вот баран көтөрүп бітті. Он уже онна айтақына мен хелигиттеле дивин не будем жанны кудук хадер алып кинага дугата ана уже да прибудет с тобой сила и не выдагин он уже он он алара он химми билердим он уже маны бу Семен келбидин кадеттен гинигитте билен халавдын кеттен уже он карабы кап-кара карабы я такой он говорит. Jangan жестко он проект, а ведь давно я намуда, он уже он киля уже он был он очень почти команда мечты уже проект где темит уже ляпу Андрей Бин Мухаммадом kita он уже февраль эти он на февраль лашим было на живу утра вот имя он еще бадик билет на вопрос бартатын дальше еще бадик всем. Вот Егор в университете встретил какую-то девушку, но непонятно кто, она, для чего этот персонаж нужен был, она же, ее появление ни к чему же не привело. Вот, для чего она нужна была в фильме? Да я. Да и на улана эти персонаж спас музлах династи сценарный бүгүннән эти милиттен сыга атак улана мен бәбет лично да бияхан ада эти персонаж атак улана эти сценарный бүгүннән аританы бесиннәр бакка хая бакка даны сыга Всем привет, меня зовут Катя, у меня такой вопрос. Вначале хочу очень вас поблагодарить за такую качественную картинку, очень приятно смотреть, качество потрясающее вообще. И спасибо большое за то, что вы включили в фильм песню Алика Григорьева «Кескель», кадры из «Кескель». Это очень приятно смотреть. Честно, очень чуевая. У меня два вопроса. Первый вопрос, будет ли продолжение? И второй вопрос, главная героиня, получается, заболела после травмы, да? Она упала с мотоцикла, да? Или просто так заболела до дня вот. Басты вопрос, как Бог тахват, ханна не kita gula tua ini begini masa kita ini kita gula dance ini begini kamu begini ano Andrei dan kawan yang itu betul ada ini kita gula tua tak kata ini begini Allah es karena saya tak pernah tahu ini kalau kita kuat tak kuat antan itu ulangnya itu kayak ada je berat ada je itu rat